Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего любимого и узнаем, что он думает о вас прямо сейчас, в этот самый момент. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, назовите его по имени, загляните в его глаза и задайте ему этот вопрос. Я думаю, что все уже настроились. Выбираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы Так, а что произошло? А что случилось между вами? Слушайте, мужчинка немножко обижен. Что-то расстроился он. Чем-то вы его расстроили, девочки. В каком-то его порыве прям обломали. Крылышки ему-то обломали. Ой, девочки, что же вы натворили, а? Смотрите, какой грустненький вышел. Нос повесил, грустит, задумался. Слушайте, какой-то разговор у вас был накануне. Может быть, вот прям с утра говорили, может быть, вчера говорили. Днем, может быть, говорили. Что-то он хотел. Такой прям весь растревоженный. Чего-то хотел. Что-то хотел предложить, либо сказать, либо что-то обсудить. А вы то ли не поняли, то ли специально его остановили. Типа, хватит, да, не желаю услышать, не хочу. И он прям, сердечко болит, голова ватная, не знает, что ему делать, как ему поступить. Обидеться на вас и все испортить. Либо, как говорится, рукой махнуть и еще раз попытаться. Ну, прям задумался. Задумался, смотрите, пыхает в вашу сторону. Смотрите, и пыхает, злится, и в то же время любит. Любит. Да, но обижен. Обижен. Ну, долго обижаться он не будет, это точно, это не в его правилах. Плюс, тем более, вы такая девушка в его глазах, яркая, вся такая соблазнительная. Вот, нет, ссоры между вами точно не будет. Ну, пообижается, может быть, там что-то вам там скажет, выскажет, но не более того. Девчоночки, вы мужчинкам своим давайте возможность высказаться. Поверьте, не все мужчины это умеют делать, многие из них боятся высказываться, особенно если это касается каких-то предложений, да, каких-то начинаний. Он же пока родит, господи, там посидеешь, вот. Поэтому наберитесь терпения, в следующий раз, как будете с ним говорить, убедитесь, что он все вам сказал, а потом уже говорите сами. Да, вот так будет правильно. Так, чтобы таких обиженок у нас больше не было. Дальше, мои хорошие, у кого-то мужчина ревнует. Ревнует вас, но не к какому-то конкретному человеку. Ну, допустим, да, ревнует там, к другому мужчине. Либо там мужчины могут ревновать, там, и к подругам могут ревновать. И там, к приятелям, там, к детям даже могут ревновать. В данном конкретном случае мужчина ревнует к какому-то вашему, не знаю, увлечению. Может быть, вы очень часто время проводите с телефоном, либо в компьютере, что-то смотрите, чем-то интересуетесь, да? Вот прям ревнует. Он говорит, ну что она там такого интересного находит, да? Вот ей там интереснее, чем со мной. Ну как же так? Хочется ему взять, вот, поломать этот телефон, да, либо разбить этот компьютер, отключить там этот интернет, да, чтобы вы вот прям вся его были, вся его, и чтобы внимание только на него было направлено. Да, он подревновывает. Но вы уж там старайтесь как-нибудь почаще
быть вместе и, скажем, его присутствие не так часто зависать с телефоном либо с компьютером. Для него это важно, девочки. Вот в данный период времени это очень для него важно, и тут, возможно, он на что-то решается, либо что-то серьезное обдумывает в вашу сторону. Поэтому постарайтесь его уважить. Поверьте, вы не пожалеете. Так, следующий момент. Думает он о том, что вам пора вдвоем, да, вот, и за себя думает, и за вас думает. Пора о чем-то, не знаю, то ли решение какое-то принять, то ли о чем-то договориться. Так, думает он еще о том, что вы слишком какая-то стали независимая, самостоятельная, как, знаете, более мужественная, что ли, стали. Ему это не нравится, очень не нравится. Ему не хочется, чтобы вы, с одной стороны, с ним конкурировали, а с другой стороны, ему очень важно осознавать, что он вам нужен, вот как мужик нужен. Не в плане там интимной близости, а в плане, не знаю, там, гвоздь забить, да, что-то починить, поремонтировать, там, денег добыть, опять же таки, да. Может быть, вы ему что-то высказали, может быть, вы как-то поступаете по-своему. Вот. Не нравится. Не нравится, желает, чтобы вы более были, возможно, домашней, более, скажем, женственной, да, в каких-то вопросах. Вот. Хотел бы с вами поговорить, но не решается. Знает, что вы женщина резкая, знает, что с вами такие разговоры, они плохо заканчиваются. Может быть, пробовал раньше, да, обжегся, теперь боится. Кстати, возможно, будет подключать к этому процессу кого-то из ваших близких. То есть с мамой с вашей поговорит, либо с какой-нибудь вашей подругой, попросит, чтобы до вас донесли информацию. Понимает, что это неправильно подключать других людей, но как будто бы другого выхода он не видит. Вот. Важно. Для него это важно. Может быть, вам какой-то ремонт дома требуется, а вы говорите: ой, найму там сантехника, да, либо там вызову электрика. Вот. А он сидит бедненький и думает: а как же я? Как же я? Я же тоже умею, я же тоже мужик. У меня же руки-то из правильного места растут. Ну что ж ты мне не доверяешь? Да? Зачем ты мне не доверяешь? Позови меня, предложи мне, попроси меня, я же сделаю. Да, вот обиделся, распереживался. Так, еще. Он думает о каких-то вкусностях, девочки, какие-то вкусности. Возможно, вы что-то готовите такое эксклюзивное, очень вкусное, аппетитное. Либо, если вы на расстоянии, например, да, вы ему говорили о том, что вы что-то вот приготовили, там, описывали, может быть, там, на фоточках показывали. И вот он очень хочет это попробовать, либо хочет попросить вас для него это приготовить. Да? Ну, соскучился он по каким-то деликатесам вашим. Сидит и думает: да, надо ее попросить, чтобы она для меня это сделала. У кого-то, кстати, отыграется, что мужчина где-то далеко от вас, в каких-то не очень благоприятных условиях, и, может быть, и кушать-то ему особо нечего, да, либо там ассортимент, выбор еды там небогатый. И вот он кушает какую-нибудь там баланду и вспоминает о вашей еде, либо представляет, что он кушает ваше, хоть как-то себя успокаивает. Да. Смотрите, какая. Вы не только красавица, но вы еще и кулинар от Бога. По крайней мере, ваш мужчина так о вас думает. Он действительно в этом уверен и так считает. Так. Тут здесь какая-то женщина еще вышла. Вот он, знаете, что думал? Он вас с кем-то, не сравнивал, а как сопоставлял, да, вас и какую-то другую женщину. Но у одних отыграется, что, может быть, это его какая-то бывшая, может быть, это его мама, да, там, сестра, бабушка. Либо отыграется, допустим, друг ему рассказал о своих отношениях, либо о своей жене. И вот он по воспоминаниям, по этим разговорам сопоставлял какие-то данные, какие-то факты, вот сравнивал. И вот знаете, что пришло в голову? Пришло в голову, что «а я ведь счастливый». А ведь мне такая уникальная женщина досталась, да, вот как бывают женщины там и стервозные, и
прагматичные, и алчные, да, и прям такие требовательные, и гулящие бывают, да, разные бывают. Вот, а мне попалась моя. Такая добрая, такая ласковая, такая честная, открытая девочка. Вот прям так сидел и млел. Ой, как же мне повезло. Ой, тьфу-тьфу-тьфу, какой же я счастливый. Вот, мысли такие, знаете, прям улыбался, сидел, думал. Так. Кому-то, кстати, мужчина что-то пишет. Пишет, что-то прям строчит, стирает, заново пишет, строчит, стирает. Вот, как-то не может собраться с мыслями. Что-то хотел бы вам донести, высказать, но, знаете, еще как не решился. Вот как правильно поступить? Написать, либо при личной встрече вам все это сказать. Но чувства бурлят, девочки, бурлят какие-то в нем чувства. Да, может быть, вот эта обидка. Не смог словами, да, попробую напишу. А никак вот не может на бумагу, да, либо на чем он там, на телефоне пишет, да, мысли свои изложить. Прям злится немножко. Сам на себя даже злится за это. Так, здесь, кстати, мужчина что-то еще просматривает. Либо фотографии ваши просматривает, либо какие-то... Вот мне почему-то идут картинки. Картинки, ну, на картинках либо вы, либо какие-то другие женщины на картинках. Но вот не пугайтесь, не падайте в обморок, не спешите там с ним разбираться. Я так понимаю, что он что-то для вас подбирает. Может быть, какой-то подарок подбирает. Что-то в интернете ищет, да, в интернете вот смотрит там всякие товары, может, какие-то там сережечки, там какая-то одежда, там сумочки, да, вот он просматривает много фотографий. Он, кстати, это делает не только сейчас, в течение дня делал, может быть, и вчера делал, позавчера. То есть как будто бы он ищет для вас подарок. Ему очень хочется купить для вас вот то, что вам действительно понравится. И почему-то еще такая мысль, чтобы это было дорогим. Да, вот прям козырнуть перед вами ценой. Вот смотри, мне для тебя ничего не жалко. Я могу на тебя потратить вот любую сумму. Главное, чтобы ты счастливая была. Может быть, вы ему накануне тут что-то высказали, что ты там, дескать, на мне экономишь, ничего мне не даришь. И вот он прям весь такой взъерошенный, в поте лица выискивает вам самый дорогой там подарок, да, самые дорогие сережки, там колечко, там, не знаю, цепочечку, ну, либо что-нибудь еще поинтересней. Да. Не так, чтобы он прям сидит и методично это делает, да, периодически вот какие-то сайты просматривает. Мне почему-то вот картинки идут, картинки, где женщины. Ну, я так понимаю, товары для женщин. Нет, он не ищет новых отношений. Нет. Вот, другими женщинами не интересуется. Вот важно для вас что-то подобрать. У кого-то действительно отыграется, что он ваши фотографии штудирует. Особенно у тех, кто на расстоянии друг от друга, знаете, прям проверяет. Что у нее там за новые фоточки, а когда она в сети была, с кем она там общалась, а какие у нее там новые подписчики, кто эти люди, почему она на них подписывается, почему они на нее подписываются. Ну, такой, как говорится, доверяй, но проверяй. Не то, чтобы он ревнует, не то, чтобы он против, но он старается быть в курсе всех событий. Потому что женщина, вы для него важная, и он вас со своей стороны как бы оберегает и стережет. Так, мне еще важный момент, о котором я не могу вам сказать. Этот мужчина, кого вы загадали, он действительно вас любит. Он любит, желает и к вам тянется, как говорится, и телом, и душой. Да, возможно, он об этом не часто говорит. Да, возможно, вы еще не в той стадии отношений, когда принято в этом признаваться. Но и этот мужчина, он постоянно об этом думает, постоянно думает о том, что он на вас залип просто безумно, да, вот прям бесповоротно. И его это уже не пугает. Наоборот, это делает, вот эта мысль о том, что да, я на нее залип, я ее люблю, она делает его самым счастливым. Знаете, прям так теплое такое по телу разливается. Вот ощущение тепла, ощущение благости. Ну, это счастье, девочки, это счастье. Вот мысли о вас, какими бы они ни были, там,
обиделся, расстроился, там, распереживался, наоборот, восхитился. Они все доставляют ему удовольствие. Вот так, мои хорошие. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.